дорогие наши бизнесмены! Я искренне рада видеть сегодня всех вас в этом зале в это очень сложное и непростое время. Время финансовых сложностей, бюджетных сложностей. И тот факт, что мы вместе с вами удостоены чести участвовать в замечательном конкурсе «Лучший предприниматель года», говорит о вашей активности. Гагаузия всегда была по ряду вопросов на шаг впереди, и мы уже отличаемся тем, что мы были инициаторами этого конкурса и первыми начали проведение этого красивого мероприятия. Сегодня уже более 90 компаний принимают участие в этом мероприятии. Вы являетесь теми людьми, которые продвигают имидж Гагаузии, и то, что наш бренд «Гагаузия Маларыс» был утвержден, и мы вместе с вами его будем продвигать, для нас лично, для властей автономии, это очень важно. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас, из тех, кто работает со своими партнерами не только в Республике Молдова, но и за пределами, максимально направлял свои усилия на то, чтобы привлекать проекты в автономию, создавать совместные предприятия. И хочу вам сказать, что власть настроена на то, чтобы полностью по всем вопросам вам в этом помогать и вас, соответственно, поддерживать. Сегодня можно отрадно, открыто сказать, что бюджет Гагаузии ради вас, ради вашей работы именно идет с опережением на 2 миллиона лей. В это сложное время. Это говорит о том, что в такое сложное время наши лидеры не сдаются, упорно идут вперед. Вы представляете огромную возможность дать людям работу, которая сегодня ценнее всего. Вы сегодня идете впереди. Мы рады и всегда будем с вами рядом. Вы должны знать, что мы вас признаем как налогоплательщиков, как наших жителей Гагаузии в первую очередь. Очень приятно и отрадно, что наконец-то власть стала замечать, что у нас на территории Гагаузии имеется и фермерские хозяйства. Потому что, как бы ни было, мы занимаем 30% площадей и как-то, наверное, тоже влияем на экономику Гагаузии. Мне очень приятно, что мы открыли зал торжеств в Кангазе. И я хочу, чтобы комиссия учла, что все-таки село от города отличается, чтобы учли как бы в будущем, когда будут давать дипломы. Дорогие мои коллеги, я вас всех поздравляю с этим праздником. Он действительно раз в году, но мы чувствуем себя чуть-чуть выше, чем на каждый обычный день. Поэтому желаю всем удачи, здоровья, благополучия. И от нашего благополучия зависит благополучие Гагаузии. Хочу пожелать всем строителям, чтобы у нас было несметное количество тендеров, и чтобы мы не спорили, не толкались, и чтобы у всех была работа, и чтобы мы жили и радовались. Спасибо. Наши отношения с властью всегда должны быть такими. Они нам не должны мешать, а мы вовремя платить то, что предусмотрено законодательством. И тогда я думаю, что у нас будет любовь, дружба и всего прекрасно. Спасибо большое за оценку. На самом деле она нам очень дорога. И я считаю, что она заслужена, потому что сегодня группа компании «Замет» – это лидер рынка Молдовы по импорту и дистрибуции кондитерских изделий. Мы занимаем первое место по объемам импорта и продаж. Это ресторанная сеть на основе договора корпоративного франчайзинга «Индиспица» на юге республики. Это производство продуктов линии здорового питания, которые успешно экспортируются в Китай, в Австрию, в Германию, в Казахстан и в другие страны. Я очень рад, что руководство нашего АТО не оставляет без внимания такие
инновационные новые проекты по чистой и возобновляемой энергии. Спасибо большое. Очень рада за всех присутствующих. Очень приятно находиться среди достойнейших людей Гагаузии, достойнейших людей Молдовы и уважаемых гостей. Очень приятно, что каждый из нас сегодня имеет возможность показать результаты, стремиться к лучшему и не топтаться на месте, не выдерживать, не просто стойко выдержать данную ситуацию, которая несложной на сегодняшний день является. А каждый стремится к созиданию. Спасибо огромное. Последний раз. Тонко заметил. Больше всего. С такими хорошими отношениями, как сегодня сложились между мэрией, Башконатом, Народным собранием, Смолковым, у нас будет впереди очень много новых дел, новых инноваций и хорошее развитие нашего региона Гагаузии и всей Республики Молдова. Хочу сказать, что у нас было 26 номинаций. Самые большие номинации, естественно, у нас было в сельском хозяйстве и винодельческой промышленности. И определяли мы экономических агентов по объемам продаж, по заработной плате, средней заработной плате. И, естественно, по вложенным инвестициям на территории Гагаузии. Это был главный критерий, который мы рассматривали на комиссии. Хочу еще сказать, что очень было жаль, что по регламенту в данном конкурсе не могут участвовать предприятия, которые вышли в прошлом году с убытками. Те, которые в предыдущие года все время участвовали, занимали первый и гран-при. Но мы их тоже не оставили, мы их отметили как грамотами, почетными грамотами, как лучшие экономические агенты на территории Гагаузии. Это создание первого в Гагаузии автомобиля, способного передвигаться за счет чистой энергии от солнца. Проект называется «Солнцемобиль». И мы достигли довольно больших результатов в этом проекте, так как у нас уже есть и первый экземпляр, ну не первый, он уже второй экземпляр, даже не второй, а третий уже экземпляр, потому что мы его много раз переделываем и стараемся улучшить. Прототип рабочий, скорость, конечно, невелика, но показывает хорошие результаты очень.